Если всего года два назад это было мечтой, то сегодня реальность. Интернет стал отличным помощником как для учеников, так и для учителей. Китепканага барып китепти издеп, жал жерден өзүбүз каалаган китепти табыш бизге ыңгайсыз келет. Учебники старые, иногда не хватает, но с появлением интернета в нашей школе нехватку книг мы перестали чувствовать. Все, что мы не можем найти в учебниках, находим в интернете. Интернет – хороший друг для нас. И самое главное, мы не отстаем от других, идем в ногу со временем. Мы сейчас в 5 классе. В этом году у нас есть предмет информатики. Мы стали пользоваться интернетом. Очень удобная вещь. Можем найти всю ту информацию, которая нам необходима. В рамках Года развития регионов и цифровизации, объявленного президентом, во все учебные организации проводится интернет. И на сегодня из 2262 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по всей стране к сети интернет подключены 1917, что составляет 89% от общего количества школ. Интернет – это же очень серьезные такие дополнительные возможности, это доступ к информации. И, конечно, наличие интернета позволяет нашим детям иметь такой широкий доступ именно к информации, к электронным ресурсам. Были разработаны электронные библиотеки для наших детей. Они сейчас уже установлены в 60 наших школах, которые имеют статус экспериментальных площадок. То есть 60 школ – это практически в каждом районе по одной такой школе. Основную работу выполняет Минобразование совместно с Госкомитетом информационных технологий и связи. Из всего количества школ сложнее всего было подключить интернет в 691. Тендер выиграл национальный оператор связи «Кыргызтелеком» и взял на себя обязательство подключить 656 образовательных учреждений. «Кыргызтелеком» вносит хороший вклад и взял на себя обязательства по подключению 656 школ в самых отдаленных районах республики. И в настоящее время подключил более 470 школ. Это более 400 населенных пунктов в Кыргызской республике. Это позволяет в рамках цифровизации страны также подключить госучреждения, учреждения, которые обслуживают население, то есть Кыргызпочтасы, медицинские учреждения, силовые структуры, что позволяет выполнить те цели, которые поставлены для цифровизации страны. Также компания создает новые рабочие места именно в тех районах. Поэтому данный проект он очень хорошо влияет на развитие компании и в общем страны. Кыргызтелеком проложил уже более 3000 километров волоконно-оптической линии, что обеспечит качественным и быстрым интернетом. Ведутся работы по подключению к сети остальных 187 школ. Где-то речь идет о подключении интернета, а ученики средней школы в селе Фрунзе Тюбского района не то что интернет, они компьютер выпросить не могут. Видео отправлено в рубрику «Мобильный репортер». Ученица обеспокоена тем, что в век технологий они не получают должного образования. Биздин мектепте бир дагы компьютер жок. Биз информатика сабагынан такыр программаны усваивать эте албайтабыз. В Минобразования в курсе. Это не только проблема на Иссык-Куле, а по всей стране. И сказали, что ищут доноров для покупки компьютеров. Их на сегодня, по предварительным подсчетам, нужно 27 тысяч. Обеспечение компьютерами на самом деле это проблема на сегодняшний день есть. У нас есть полностью анализ по всему Кыргызстану, по всем нашим школам. Данный вопрос мы сейчас обсуждаем с нашими донорами. У нас есть уже на сегодняшний день договоренность с одними из наших партнеров по развитию о том, что они нам будут помогать именно в оснащении компьютерами. Остальные 345 школ будут подключены к интернету уже до конца учебного года. Осталось немного, всего месяц. И в новом учебном году школьники с помощью всемирной паутины смогут повышать свое образование, а учителя – свою квалификацию. Диана Мамекова, Алмаз Нурмамбетов, Ала-То 24.